Всегда ребята очень старались, очищали его очень аккуратно, то есть вручную его, без применения какой-то техники, то есть металлическими щетками. Очень тщательно все это смотрели. В первую очередь, я как говорил, проблемные места, где больше вступала нога человека, соответственно, детей. Вот это вот место было все, как говорится, покрыто ржавчиной, это все очищали, все это грунтовали заново, все это делали. Одним из основных этапов подготовки города ко Дню Победы стало обновление памятников и монументов. Несмотря на необычный для всех онлайн-формат празднования великого праздника, памятные знаки и воинские захоронения приведены в надлежащее состояние. В Сормово все намеченные планы выполнены. Например, любимец юных сормовичей танк Т-34 блестит, готовый к празднику. В этом году мы достаточно серьезно ремонтируем 5 памятных знаков и 2 воинских захоронения. Эти мероприятия, связанные с Великой Победой, они актуальны, я считаю, в любое время, независимо от тех обстоятельств, которые стоят над нами. И мы должны этой работой заниматься. Местные жители, по словам тех, кто ремонтирует и обновляет памятники, всегда очень благодарны. Продолжается благоустройство и в других районах города. Например, на проспекте Гагарина в районе Дворца спорта будут разбиты клумбы с цветами. То же самое будет и на улице Ванеева. Это неприхотливые, яркие однолетники, они на самом деле двухлетники. Будем надеяться, что и в следующем году зацветут. Но праздник такой великий, побольше позитивных красок хотелось бы в городе. Несмотря на все невзгоды, празднику быть. И Нижний Новгород, и все нижегородцы, несмотря ни на что, готовы должным образом его встретить. Даниил Воронов, Время новостей.